فبعد أن أتم الروس انسحابهم أعلن الرئيس الشيشاني سليم خان يندربايف رحمه الله نيته في تطبيق الشريعة الإسلامية في هذه الجمهورية. Краткое изложение сути видео фиксирует целенаправленную и поэтапную замену светской конституционной правовой системы Чеченской Республики Ичкерия религиозно-нормативной системой в конце 1996 года. По своему содержанию оно документирует демонтаж действующего конституционного строя ЧРИ. Прямо утверждается, что еще до месяца Раджаб 1417 года по хиджре между президента ЧРИ Зелимханом Яндарбиевым и шейхом Абу Умаром велась переписка, посвященная внедрению шариата как основы государственного управления. Первая очная встреча между президента ЧРИ Зелимханом Яндарбиевым и шейхом Абу Умаром состоялась в Раджаб 1417 год то есть в период с 11 ноября по 9 декабря 1996 года, в присутствии шейха Фатхи. На этой встрече обсуждался конкретный план замены светского государства религиозным. В видео прямо говорится о необходимости сильной силовой власти, создании органов принуждения и применении силы для навязывания исламской системы управления. В видео описывается издание президентских указов о создании шариатских судов, органа хизбы и силовой структуры охраны шариата, а также формирование параллельной системы образования и судопроизводства. Шейх Абу Умар выступает не как советник, а как фактический организатор альтернативной правовой системы. Он лично финансирует ее, создает институты подготовки судей, курирует судебную практику и участвует в расширении сети шариатских судов, число которых, по утверждению видео, достигает 26. В видео идет речь о полном вытеснении светского конституционного правопорядка. Это подается как благо, плод джихада и стабилизация, однако по существу описывается узурпация власти и насильственное перераспределение суверенитета от народа к религиозной группе. Комментарий от ИДЖП Чеченская демократическая партия квалифицирует описанные в видео события однозначно и без оговорок. Период Раджаб 1417 года по хиджре, 11 ноября, 9 декабря 1996 года, является точкой фактического конституционного перелома. Именно в этот период начинается подлог основополагающих статей Конституции Чеченской Республики Ичкерия 1992 года, без ее формальной отмены, без проведения референдума и без какого-либо мандата от народа. Ахьят Идигов, как председатель парламента и ключевая фигура в системе государственной власти ЧРИ, не мог не знать о подготовке и реализации этих решений. Речь идет не о недосмотре и не о сложных обстоятельствах войны, а о сознательном попустительстве демонтажу конституционного порядка. Незнание здесь логически исключено, а молчание означает соучастие. Сайд Хасан Абу Муслимов находился в еще более жесткой зоне ответственности. В период описываемых событий он занимал пост вице-президента Чеченской Республики Ичкерия, был близким другом и политическим соратником Зелимхана Яндарбиева и находился в самом центре высшей государственной власти. Его институциональная позиция исключает возможность неосведомленности. Он не просто знал, он был обязан либо участвовать в принятии этих решений, либо публично и политически им противодействовать. Его последующее позиционирование как демократа при полном молчании о событиях конца 1996 года является политически, юридически и нравственно несостоятельным. ЭДЖП утверждает, речь идет не о религиозной реформе и не о допустимом политическом эксперименте, а о государственном преступлении против чеченского народа, выразившемся в узурпации суверенитета, разрушении конституционной системы и подмене источника права. Это преступление не аннулируется ни войной, ни религиозной риторикой, ни последующими трагедиями. Ответственность за него носит персональный и исторический характер, а молчание ключевых фигур – это не нейтралитет, а форма продолжения этого преступления. وتخرج على يديه ثلة من القضاة وطلاب العلم وقد وقف الشيخ أبو عمر رحمه الله
إلى جانب الرئيس الشيشاني سليم خان في توجهاته المباركة، فأعلن دعمه له ودعا الناس إلى ذلك، وأسهم هو شخصيا في دعمه ماديا على قلة ذات يده، وتبنى بنفسه القيام على هذا الصرح الكبير لأولويته وأهميته، خاصة أنه ثمرة الجهاد في سبيل الله. وقد ظهرت آثار تطبيق الشريعة جلية واضحة على الناس، فأمنوا على أموالهم وأعراضهم، وبنيت المساجد وكثر المصلون، وانتشرت حلق التعليم، ومنع الفساد في بلد كانت تعمه الفوضى وتتحكم فيه العصابات، وتخفى على كثير من أهله معالم الدين وأحكام الشرع.